Уважаемые телезрители, в эфире Сагдийского областного телевидения информационная программа «Неделя». В этом выпуске мы ознакомим вас с наиболее важными событиями уходящей недели. В студии с вами Насим Абдулазуда. Добрый вечер. В Сагдийской области совещание областного штаба по предотвращению распространения коронавируса под эгидой председателя области Раджабоя Ахмадзода проводится практически каждый день. И на основе анализа ситуации изыскиваются новые способы предотвращения распространения заболевания и способы лечения. И в этом направлении эта неделя была плодотворной. Об этом расскажет наш первый репортаж. В соответствии с указаниями основателя мира и национального единства лидера нации Эмомали Рахмона в Сагдийской области ежедневно принимаются эффективные меры для предотвращения распространения коронавируса и поиска новых способов лечения пациентов. Исходя из этого, регулярно проводится совещание областного штаба по профилактике коронавирусных заболеваний, на котором обсуждаются вопросы, связанные с профилактикой и лечением коронавирусной инфекции, запасами лекарств, обеспечением врачей средствами защиты, доступ к медицинскому оборудованию. Председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода отметил, что необходимо предпринять дополнительные профилактические меры, чтобы люди чувствовали ответственность за здоровье других людей. Зайнура Азими, заместитель председателя Сагдийской области, доложила о количестве инфицированных и пролеченных людей, о процессе реализации мер по профилактике этой чумы, то есть о коронавирусе и его потенциале. Председатель области поручил провести дезинфекцию и пропагандистскую работу в уязвимых районах. Люди не должны выходить из дома без необходимости. Те, у кого есть земля, могут работать в сельском хозяйстве. Следуйте советам врачей по использованию защитных масок в общественных местах и на улицах. Особенно в сельской местности люди должны какое-то время воздерживаться от посещения домов друг друга, потому что это действие может способствовать распространению коронавирусной болезни. На встрече было сказано, что следует избегать любых действий, вредных для общества. В то же время своевременное лечение пациентов позволяет им выздороветь в кратчайшие сроки. Председатель областного штаба по профилактике коронавирусных заболеваний поручил уделять особое внимание поддержанию чистоты улиц, проспектов и других общественных мест во всех городах и районах. Кроме того, было сочтено необходимым проводить своевременные работы по дезинфекции, а ответственные лица должны выполнять ежедневные работы по уборке с использованием машин и оборудования. На совещании обсуждались и другие вопросы. В частности, для завершения сельскохозяйственных работ, таких как своевременное выполнение плана посева хлопка, посадка картофеля, регулярная эксплуатация насосных станций, оплата за воду и электричество и других вопросов были поручены соответствующие указания ответственным лицам. Каждый день в правительстве Республики Таджикистан под руководством основателя мира и национального единства лидера нации Эмомали Рахмона действует специальный штаб, который направлен на предотвращение респираторных заболеваний, пневмонии и COVID-19. Аналогичная встреча была проведена под эгидой исполнительного органа государственной власти Сагдийской области под председательством председателя области Раджабоя Ахмадзода с участием сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, представителей сектора здравоохранения и сельского хозяйства области. Председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода отметил на встрече, что в соответствии с указаниями основателя мира и национального единства лидера нации Эмомали Рахмона в целях здоровья и благополучия народа находится под постоянным государственным контролем и для докторов и медсестер в больницах и центрах здоровья созданы все условия труда. Правительство Республики Таджикистан и местные органы власти выделяют средства на закупку и поставку лекарств и оборудований для медицинских учреждений. На заседании штаба заместитель начальника Сагдийского управления внутренних дел отметил, что в настоящее время 274 сотрудника занимаются разъяснительной и контрольной работой по профилактическим правилам в регионах.
Представитель УВД также проинформировал о ситуации в регионе за 7 дней и отметил, что ситуация на границе стабильная и спокойная. Также было отмечено, что было собрано 645 тысяч самани. Глава области также отметил о контроле передвижения людей между селами, что является основной причиной распространения коронавируса. Председатель также отметил, что решением Сагдийского регионального отделения запрещен вывоз всех продуктов питания, а также временное приостановление всех культурных и спортивных программ. На встрече заместитель председателя области проинформировал об эпидемиологической ситуации в регионе и отметил, что в области профилактики и лечения во всех городах и районах усилены. 927 медицинских учреждений области продолжают разъяснительную и профилактическую работу с жителями. Больницы снабжены лекарствами, оборудованием и специальной одеждой на 3 месяца. Усилилась также и семейная медицина. По распоряжению главы санатории получили 6 автомобилей для использования. Приемные пациенты находятся под наблюдением областных врачей. Местное правительство раздавало тиматин людям старше 60 лет для повышения их иммунитета. Семьи врачей были обеспечены питанием. Из Центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля, улиц и проспектов, высотные станции, здания, учреждения, офисы, места отходы были обезврежены раствором гипохлорита натрия, и 90 эпидемиологов области активизировали свою работу. Руководителю управления здравоохранения и областной государственной службы здравоохранения поручено запастись лекарствами в течение следующих 6 месяцев. А также другим ответственным лицам было поручено контролировать цены на лекарства в аптеках. Председатель также поручил чиновникам размещать еду и лекарства в интернете, чтобы жители могли не выходить на улицу, чтобы купить еду. В заключение Раджабой Ахмадзода повторил, что все структуры, независимо от сферы их деятельности, должны способствовать предотвращению распространения COVID-19 и обеспечивать своих сотрудников разъяснительной работой и антисептическими условиями. Также было отмечено, что мы можем избавиться от этого вируса как можно скорее, если все будем следовать советам врачей и вести здоровый образ жизни. Перейдем к другим новостям. В этом году в области планируется посев хлопчатника на площади 60 тысяч гектаров. А по данным Главного управления сельского хозяйства, по состоянию на 15 мая хлопок был посеян на площади 56 829 гектаров. И этот показатель составляет 94,7% от прогноза и на 1983 гектара меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, согласно прогнозу, сельхозники должны дополнительно начать сеять хлопкосерца на площади 3171 гектаров. Благодаря вниманию и поддержке основателя мира и национального единства лидера нации Эмомали Рахмона, сельскохозяйственный сектор развивается, и землевладельцы с большим интересом используют каждый клочок земли с умом. В этом году площадь под картофелем в Сагдийской области достигнет более 30 420 гектаров. Наш следующий репортаж продолжит эту тему. В соответствии с указаниями основателя мира и национального единства лидера нации Эмомали Рахмона, площадь под картофелем в Сагдийской области будет увеличена. На рабочей встрече с участием председателей картофелеводческих районов, должностных лиц управления сельского хозяйства, землеустройства, статистических органов и других должностных лиц, председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода отметил, что в этом году 30 426 гектаров будет возделано. По его словам, в этом году в Согде посеяно 15 120 гектара картофеля, что составляет около 50% от плана. В Айнинском районе план посева предусмотрен на 68%. Кроме того, ощущается нехватка семян, и районной администрации было дано указание своевременно реализовать
план посева картофеля. В то же время вопросы развития разведения крупного скота, пчеловодства, запас меда и другие вопросы были доведены до сведения ответственных лиц района. Председатель Аштского района в своем докладе сообщил, что план посадки картофеля будет завершен к 20 мая. Напомним, что аштские сельхозники первыми реализовали свои перспективы выращивания хлопка. Председателю Аштского района поручено проводить регулярные работы насосных станций и принимать эффективные меры по обеспечению орошаемых земель растительной водой. Деваштический район – один из районов картофелеводства. В текущем году в этом районе будет высажено около 6,5 тысяч гектар картофеля. К настоящему времени было посеяно 3415 гектаров и осталось еще 3000 гектаров. В районе Деваштич есть районы, где климат прохладный и посадка возможна до 15-го. Существует крайний срок реализации плана. Из 30 426 гектаров запланированного посева картофеля 8297 гектаров приходится на город Пинджикент. В этом хорошем регионе картофелеводства план посева выполнен свыше 40%. Председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода поручил мэру города Пинджикента устранить проблему нехватки семян картофеля и рационально использовать имеющиеся земли на территории села Пинджикент. Так, председатели Мачохского, Шахристанского, Истаравшанского и Исваринского района сообщили о выполнении плана посадки картофеля и ходе сельскохозяйственных работ. Председатель области поручил выполнить план посева картофеля как можно скорее, то есть к 10 июля. В этом году весенний посев планируется на площади 176 828 гектаров в Сагдийской области. Посевная площадь под основной культуры составляет 60 тысяч гектаров, а процесс посева находится под строгим контролем исполнительной власти Сагдийской области. В связи с этим каждому председателю района были даны отдельные инструкции. Регулярная деятельность промышленных предприятий, контроль над ценами на рынке, расширение процесса весеннего сева, ускорение строительных работ и в целом содействие развитию страны были сочтены важными задачами. На этом основании ответственным лицам были назначены конкретные задачи и сроки выполнения планов. На этой неделе председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода посетил город Исфара и ознакомился с процессом работы учреждений здравоохранения, запасами лекарственных средств и мерами, принимаемыми для предотвращения распространения коронавируса. В этот же день был заложен первый камень строительства новой школы с участием председателя области. О рабочем визите председателя области в город Исфару наш следующий репортаж в подробности. В свете поручения основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по случаю 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в городе Исфара ведется строительство социальных зданий с участием отечественных предпринимателей. Одним из таких праздничных объектов является строительство здания Международной школы «Орион», которое было начато при участии местных предпринимателей Исроила Ульмасова и Нарзуло Ульмасова. Церемония закладки фундамента прошла с участием председателя области. Глава области был проинформирован о том, что международная школа «Орион» рассчитана на 1600 учеников и будет работать в 2 смены. Состоять он будет из 3 этажей, подвала, 40 классных комнат, бассейна, современного спортивного зала и другой современной образовательной инфраструктуры. Бюджет проекта составляет 30 миллионов сомани. В настоящее время в работе участвуют 60 строителей. Строительные работы будут завершены к августу 2021 года. Председатель области рекомендовал учредителям построить также общежитие на 200 человек, потому что в эту современную школу
школу будут зачисляться ученики из других регионов страны. Председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода в Исфаре встретился с врачами и медсестрами Центральной больницы Исфары. Председатель региона заявил, что здоровье людей зависит от текущей деятельности врачей. По его словам, 34 человека были госпитализированы с коронавирусом и пневмонией, а 14 из них выписаны из больниц. Для поддержки врачей председатель области Раджабой Ахмадзода предоставил более 200 единиц специальной одежды, масок и антисептических растворов, а также продукты питания, муку, масло, рис для поддержки врачей. Председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода посетил жителя Джамата Чорку Фазлидина Фузилова, который был госпитализирован в центральной больнице города Исфары. У него хорошее самочувствие, его лечат врачи. По словам специалистов, с каждым днем Фазлидин идет на поправку. В рабочей встрече по улучшению эпидемиологической ситуации приняли участие председатель города Исфары, заместители мэра, руководители правоохранительных органов, председатели джамуатов, главные врачи и руководители промышленных предприятий города. На рабочем совещании были рассмотрены инструкции основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о предотвращении и улучшении эпидемиологической ситуации. В ходе рабочей встречи председатель области был проинформирован о том, что 250 семейных врачей прошли обучение в городах и селах Исфары для предотвращения заражения пациентов. При необходимости есть кровати в центральной больнице. Председатель региона поручил складировать необходимые лекарства, перчатки, маски и антисептики на четверть года. Председателям джамуатов и активистам также было поручено усилить пропаганду среди населения, чтобы предотвратить распространение болезни и запретить ходьбу к друг другу, таким образом оставляя, так сказать, дом без защитной маски. Председатель области уделил особое внимание усилению дезинфекционных работ и своевременной ликвидации вспышки заболевания и поручил ответственным лицам активизировать работу в этом направлении. На рабочем совещании были рассмотрены также вопросы сельского хозяйства, своевременного весеннего сева овощей и картофеля, регулярной деятельности промышленных предприятий, подготовки к переработке абрикосов. Таким образом, рабочий визит председателя области Раджабоя Ахмадзоды в городе Исфара подошел к концу. Ежегодно 15 мая в стране отмечается как Международный день семьи, потому что семья признана священным учреждением в культуре древнего таджикского народа. Приуроченный к Дню семьи на основании указаний основателя мира и национального единства, лидера нации президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в честь этого дня 55 образцовым семьям были вручены поздравительные письма и подарки председателя Сагдийской области Раджабоя Ахмадзоды. Накануне Дня семьи председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода посетил в Худжанде знаменитую женщину страны, ветерана труда Биходжал Рахимову. Следует отметить, что Биходжал Рахимова с ее поучительной жизнью и добросовестным трудом является примером для молодого поколения и внесла ценный вклад в развитие своей любимой родины. Председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода от имени правительства Республики Таджикистан поздравил Биходжал Рахимову и ее семью с Днем семьи и пожелал им крепкого здоровья и благополучия. В ходе беседы с ветераном труда председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода отметил, что советы и рекомендации таких опытных людей всегда были источником вдохновения и примером стабильности молодых семей. Биходжал Рахимова выразила благодарность основателю миру и национального единства, лидеру нации Эмомали Рахмону за поддержание мира и стабильности, единства и процветания в независимом Таджикистане. Также в этот день председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода посетил ветерана труда Махфира Тухирову. Семья Тахировых является одной из образцовых семей в окрестностях Махали Масчиди Сурх города Худжанда. Она много лет возглавляла дом бракосочетания города Худжанда. Сейчас у нее 4 детей и 12 внуков.
Фактически, семья признана священным учреждением в культуре древнего таджикского народа. Именно в семье должны отражаться лучшие человеческие ценности, такие как любовь, верность, искренность, взаимопонимание и терпимость. Семья – это первая школа, в которой человек получает образование, изучает домашние навыки, учится жить с другими. И дети обучаются каждый день в этой школе, где учителями являются родители. По указанию лидера нации Эмомали Рахмона был создан контакт-центр при всех местных органах власти городов и районов. В колл-центре при исполнительном органе государственной власти Сагдийской области, который работает 24 часа в сутки, 8 сотрудников заняты приемом телефонных звонков от жителей, которые могут звонить на 6 активных номеров и получать консультации по всем городам и районам области. Следующий материал продолжит эту тему. В одном зале 6 человек ждут телефонных звонков, а 2 других следят за контролем и консультацией. В первый день работы колл-центра 20 человек обратились и задали вопросы о профилактике, оказании первой помощи, неотложной медицинской помощи, городских и районных сервисных центрах. Сотрудники центра работают в 2 смены, и цель создания этого центра состоит в том, чтобы жители всех регионов области смогли своевременно получить ответы на свои вопросы. В колл-центре Сагдийской области есть 6 активных номеров, касающихся COVID-19, где жители могут звонить по номерам 469 60, 469 61, 469 62, 469 63, 469 64 и 469 65. В начале этой недели в зале гостиницы «Сухдион» в центре области под руководством заместителя премьер-министра страны Ширин Исматулло-Зуда было проведено рабочее совещание с целью анализа реальной ситуации с точки зрения профилактики и лечения болезни COVID-19. Заместитель премьер-министра страны Ширин Исматулло-Зуда, заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Азиз Одина-Зуда, первый заместитель председателя комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан Шухион Рустам, заместитель председателя Сагдийской области Зайнура Азими, заместители мэра городов Худжанд и Сарашан и Бабаджан Гафурского района, руководители центров здоровья, а также представители женщин и молодежи провели рабочее совещание для анализа реальной ситуации с точки зрения профилактики и лечения коронавируса типа COVID-19. Заместитель премьер-министра страны провела отдельный опрос должностных лиц здравоохранения и руководителей медицинских центров по количеству опросов населения, их обращению в больницы и другим важным вопросам. Было отмечено, что в настоящее время в Худжанде имеется 6 медицинских центров, и в них имеется достаточный запас медикаментов и других необходимых товаров. Только в этом направлении было поручено провести разъяснительную работу, визиты семейных врачей на дом и своевременную диагностику подозрительных людей. Следует напомнить, что по указанию лидера нации Эмомали Рахмона и при поддержке председателя Сагдийской области Раджабоя Ахмадзуды 6 медицинских центров в городе Худжанде были оснащены 6 единиц, в общем 36 служебными автомобилями, что облегчило работу врачей и помогает предотвратить распространение коронавирусной болезни. Было отмечено, что вышеуказанные города и районы имеют большое население, поэтому они более уязвимы. Чиновники из Тарашанского и Бабаджан-Гафурского районов также дали отчет с инфекционными заболеваниями, такими как COVID-19, в зависимости от состояния жителей. Вице-премьер подчеркнула, что своевременное медицинское обследование и лечение больных температурой в домашних условиях дает хорошие результаты. Другими словами, для проведения разъяснительной работы и поиска людей, зараженных этой болезнью, было совершено 19 мероприятий, организованных женщинами и молодежью, а также преподавателями учебных заведений. В конце встречи Ширин Исматулло-Зуда дала конкретные инструкции ответственным лицам, чтобы улучшить работу в этом направлении.
Вице-премьер-министра страны Ширин Исматулло-Зуда посетила с рабочим визитом город Канибадам, а также районы Зафарабад и Спитамен, цель которых состояла в том, чтобы контролировать профилактическую и лечебную работу и деятельность штаб-квартиры при исполнительной власти города и районов. Исматулло-Зуда Ширин поручила должностным лицам медицинских учреждений усилить их деятельность и отметила, что в соответствии с указаниями основателя мира и национального единства лидера нации Эмомали Рахмона в Сагдийскую область направлены медикаменты и защитная одежда врачам, которые были распределены по медицинским учреждениям. А исполнительная власть Сагдийской области создала хорошие условия труда для качественного и своевременного обслуживания в медицинских центрах городов и районов области. На рабочей встрече в Спитаменском районе со стороны вице-премьера страны Ширин Исматулло-Зуда руководителям медицинских учреждений вновь было предложено сделать все возможное, чтобы предотвратить вспышку коронавируса. Председатель Спитаменского района сообщил, что на сегодняшний день приобретены противовирусные препараты, спецодежда и маски. В настоящее время семейные врачи проводят пропагандистскую работу во всех сельских джамуатах, в медицинских учреждениях и других организациях и учреждениях температура тела измеряется до того, как жители входят. Соблюдение социальной дистанции и использование антисептических растворов также помогают предотвратить инфекцию. В медицинских центрах запасены средства защиты, маски, спецкомбинезоны и противовирусные материалы, которые используются семейными врачами во время визитов на дом. В аптеках района, некоторые из которых мы рассмотрели, есть противовирусные препараты, и их стоимость остается неизменной. Сегодня во всех учреждениях здравоохранения страны созданы условия для профилактики и лечения больных, а деятельность врачей находится под вниманием. Достижение наследников СИНО всегда будет цениться, потому что жизнь людей в безопасности зависит от их верного труда. Продолжаем выпуск. Лидер нации, который создал все условия для профилактики и лечения этого заболевания, то есть коронавируса в стране, также выделил финансы на закупку и импорт необходимых лекарств. Фармацевтические компании смогли использовать эту возможность для предотвращения и профилактики COVID-19 в Таджикистане. Лекарства на сумму 2 миллиона 825 тысяч самани были ввезены из Российской Федерации в город Исаравшан, который по поручению председателя Сагдийской области будет распространяться по городам и районам области. Арбидол 50 мг 2600 единиц, 100 мг 3600 единиц, витамин С с сахаром 60 тысяч таблеток, рибаверин 1400 таблеток и специальные капсулы иргаферон 1400 коробок, анаферон 1200 коробок для детей и столько же для взрослых. В общей сложности 54 противовирусных препаратов для лечения различных заболеваний были завезены в Исмаил Фарм Душанбе из Московской области Российской Федерации в городе Истаравшан. По словам представителя компании-импортера, лекарства были импортированы при поддержке лидера нации и местного правительства Сагдийской области. 30 тысяч коробок аналгина, арбидола 50 мг, 260 капсул и 100 мг, 3600 единиц. Ежедневный ввоз лекарств, безусловно, может обеспечить все медицинские учреждения, города, районы и аптеки области и предотвратить рост цен на лекарственные средства в стране. Импортированные лекарства доставлялись на специальный склад в Истаравшан под надзором сотрудников таможенной и государственной инспекции здравоохранения в Сагдийской области, откуда они будут доставляться в города и районы области по поручению исполнительного органа Сагдийской области. Следует отметить, что каждый день по указанию лидера нации вместе с необходимыми медикаментами, масками и другими основными материалами для профилактики и лечения коронавируса ввозится в страну и распространяется во все города и районы страны. Следуя гуманитарным инициативам основателя мира и национального единства лидера нации президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и конструктивным инициативам председателя Сагдийской области, первого заместителя председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Раджабоя Ахмадзода, 800 сотрудников центров здоровья, станций скорой помощи, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Управления комитета по чрезвычайным ситуациям
администрациям и гражданской обороне города Худжанда были обеспечены такими продуктами питания, как мука, масло, рис, сахар, макаронные изделия и другое. Обратите внимание на наш следующий материал. Хайрулло Гайбулозода, первый заместитель мэра города Худжанда, и Фируза Нурулозода, заместитель мэра, отметили, что эту продовольственную помощь со стороны председателя Сагдийской области Раджабоя Ахмадзода получат более 800 сотрудников 6 медицинских центров, 2 станций скорой помощи, Центра санитарно-эпидемиологического надзора и Управления комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Худжанда, от охранников и уборщиков до медсестер, врачей, солдат и офицеров. Потому что эти люди работают круглосуточно, чтобы предоставлять услуги гражданам, особенно по профилактике и лечению коронавируса в Худжанде. Эти сотрудники ежедневно принимают меры по уборке города, приему и госпитализации пациентов, предоставлении консультации, а также советов на дому и в медицинских центрах. Было отмечено, что все врачи этих центров здоровья, скорой помощи и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Худжанде обеспечены официальным транспортом, защитной одеждой, и в этих медицинских учреждениях хранится определенное количество лекарств. Сообщается, что в ближайшие дни администрация города Худжанда предоставит единовременные пособия врачам этого профиля. Сотрудники вышеуказанных ведомств выразили огромную благодарность основателю мира и национального единства, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, а также председателю Сагдийской области Раджабою Ахмадзода за своевременное внимание и заботу. Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Медицинские сестры – это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. Это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны с 1853 по 1856 года организовала первую в мире службу сестер милосердия. Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип. Медсестра – это санитарка, которая выносит с поля боя раненых и стоит у операционного стола. Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию Международный совет медицинских сестер, который и принял решение отмечать данный праздник в день рождения Флоренс Найтингейл. Сегодня мы уверенно можем сказать, что медицинские сестры – это движущая сила перемен, жизненно важный ресурс в поддержку здоровья. С праздником вас! За годы независимости нашей страны были созданы благоприятные условия для развития национальной культуры, и внимание было уделено ценному наследию наших предков – искусству шашмаком, являющемуся вершиной таджикской классической музыки. 12 мая в Таджикистане отмечался как День шашмакома. 12 мая посвящается шашмакому, который ежегодно отмечается в стране, в том числе в Сагдийской области.
История показала, что у таджикского народа с древних времен есть всемирно известная поэзия, и в будущем она будет прочно связана с музыкой. Период независимости Таджикистана заложил реальную основу для возрождения шашмакома. Школы традиционных искусств были созданы, ансамбли шашмакома-пения получили государственный статус. Шашмаком признан ЮНЕСКО духовным наследием мира. Распоряжением главы государства 12 мая назначено Днем Шашмакома. И сегодня это совершенное профессиональное искусство не только изучается и поется, но и совершенствуется. Шашмаком – традиционная музыка Центральной Азии, в основном Иран и Таджикистан. Песни этой музыки о любви и о жизни. Инструменты, используемые в этой музыке – рубаб, барбат, дуйра, дав и танбур. Шашмаком состоит из макомов бузрук, рост, наво, дуго, сего и ирака. ЮНЕСКО в 2000 году занесла шашмаком в список самых старых музыкальных стилей, а также нематериальных активов. Молодые и перспективные таланты появились на арт-сцене. Каждый день различные концерты таджикского радио и телевидения транслируют выступления талантливых макамистов, что опять-таки доказывает величие этого древнего музыкального направления. Дорогие телезрители, эти были все новости этой недели, о которых мы сумели вам рассказать. На этом информационная программа «Неделя» подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хороших выходных. Оставайтесь дома и смотрите нас 18 часов в сутки. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире.